Чем больше вот это будет происходить, я два слова скажу. Чем больше будет это происходить, тем больше масхаралык будет выходить. Давайте мы этот закончим, потому что мы тоже очень много знаем, и у нас есть факты. Мы просто не хотим масхаралык. Мы не хотим это. Когда у нас не получится, придете предъявить нам претензии. Четвертый, пятый поле старший говорит. Давайте послушайте. 5 лет мы здесь. Все вместе. Все вместе. Деньги. Меня абсолютно не касается. Кто кому что. Меня интересует один вопрос. Вы хотите землю? Конечно. Если вы хотите землю, значит за нее стоять. Можно жить там. За нее надо стоять единым кулаком. По-другому не получится. Вот сегодня обратите внимание, мы объявили плановое наше общее собрание, чтобы объяснить людям, что хотят сделать с нашим полем. Кто хочет, не знаю. Но на сегодняшний день обратите внимание, сколько посторонних людей появились у нас на поле. Показываю. Раз. Вон там второй. Там еще целая куча людей, которые посторонние 5 лет ногой сюда не ступали. Почему-то вдруг им стало очень интересно, и вдруг им захотелось вот сюда прийти, что-то им надо. Они не говорят, что им надо. Они говорят, надо освободить, вас надо туда кинуть, туда кинуть, туда кинуть. Они не говорят, народ, мы с вами будем стоять вот здесь со мной, пока мы будем стоять с вами за то, чтобы вы получили эту. Вам предлагают Заречное, тот день, где тага приходил, чистенькое, доброе, там еще что-то. Если бы мы хотели, там много мест. Если бы мы же такое хотели, Заречье, Дубки, чистенькое, мы бы туда записались, там бы стояли. Вы встали здесь, потому что вы хотели здесь получить. Раз вы ее хотите здесь получить, да, пусть, если хотят, они нам помочь. Они хотят нам помочь, пусть с нами рядом встанут и прикрывают нас от всяких наших врагов. А враги у нас кто? Враги у нас только те, которые... А враги у нас только те, которые хотят, чтобы мы разорвались. Полетели 5 человек туда, 5 человек туда, 10 человек туда, 35 туда. И в итоге на то... И в то же время вы туда придете, и вам тоже там ничего не будет. Потому что уже есть такой опыт практики. В одном месте на 25 человек дали решение, а этих людей посадили, наших же людей, крымских татар на крымских татар посадили, а теперь у них там война. А если будет, то тут возле параши. И то тоже есть. А тут уже каждый определенно знает свое место. Он уже ему стал родным. Да если бы здесь было бы почему нельзя? Почему нельзя прийти народу и сказать, народ, мы с вами, а не говорить, освободите. Брамаган, никто не говорился, вот пришли сказать, да? Вы пришли сказать, вы же не знаете, власть что говорит? Уже знаете. Подожди, по-моему, не ты вопрос задал. Давайте вот так, пусть люди добьются одного, а вы займитесь облагораживанием вот этого всего, после решения. Хотите свет, воду, дороги сделать. Зачем вы на одну лезете? 200 миллионов улей собрался на одну вещь, которая не решается, понимаете? Вы опять-таки создаете внутри толпы, внутри простого народа. Вы, например, человек, от власти пришли, да? Я простой человек. Мне нужна эта земля. На моей шее 27 лет, 8 человек живет. На моей шее. Я один работаю в семье. Мне нужен кусок участка, чтобы я построил хотя бы одну комнату, 2 комнаты, но жить здесь, понимаете? Каждый раз, приходя на это собрание, я нервничаю. Хочешь помочь? У меня уже давление, у меня сердце болит. А чего от всего этого? Потому что вы разделились и начинаете каждому поглубже сувать и блажить там. Уже не ковыряться, а лазить. Я уже не спокойно разговаривать, я кричу уже. Народ! Как еще можно? Сколько можно? Алим, продолжаем собрание или закрываем? Закрывай, что хотите помочь, после решения приходите, обустраивайте, сколько денег надо, заплатите каждый. Я его не закрыл. Собрание закрыто. Вопрос нет, это дело ваше.